Садимся завтракать по Владивостоку 12 часов. Уже возвращались 3 раза туда. Спускаемся. Ходить нам сегодня придется очень много. Я говорю, мы из Ухты. Знаете, что это такое интересное у них? Отсюда начинается набережная Цесаревич. Песочек Тихого океана. Стоят без номеров. Ура! Мы дошли до арки. Туда? Китайские разборки идут. Вечный огонь. Время 14:30. Кошмар. Малый ход. Идем на морской вокзал. Вот из этих машин, которые здесь стоят. РЖД. Салат одуванчик с овощами. Тут одни китайцы. Аня перевела с Южной Кореи на русский. Нихао. Нихао? Крутая лесенка вниз. Здравствуйте, а крабы в какую цену? У нас даже купальники есть. Ой, это вы сейчас прямо в море насобирали? Да. Японское море. А зачем? Папе тоже дать. Я нашла звезду, я не обманываю. Да, это теперь домашнее животное у Вовы. Вот сейчас будет улица Адмирала Фокина. Ой, так интересно. Стоимость 45 рублей с человека. Ты думал, что мы купили одного краба? Полностью накрыл туман, там тоже. 16 июля, доброе утро из Владивостока. У Вовы уже завтрак. Что там видно? Мосты видно. Чем завтракаем? Как обычно, пюрешка с котлеткой. По-владивостокски. Ну, нормальный завтрак у вас, нормальный. И главное, яйцо. Чай. Тут и так белка валом. Еще один притащил. Приятного аппетита. Спасибо. Сейчас посмотрим, что у нас тут за утро доброе. Ой, поливает, прям нитки видно. Слушай, стройка идет, рабочие работают, дождь нипочем. И там работают. Ой, сколько оранжевых вон. Ну-ка, приблизим. Телефон не показывает, там далеко видно. Они уже спит 24 часа. Мы тоже встали утром, позавтракали, легли прилечь. Время 3 часа. Мы еще не выходили из дома. Смотрим за окном. Там все хуже и хуже. Дождь. И ничего не видно. Все в тумане. Просто вот. Ничегошеньки. Ой, как мы пойдем гулять, не знаю. Время 3:30. За окном ничего не меняется. Мне кажется, еще хуже стало. Вообще ничего не видно. Просто ничегошеньки. Время 4:30. Анюта только встала. Придется ночью гулять. Сейчас посмотрим. За окном ничего не меняется. Я все жду, когда туман расползется. А, так это туман такой, да? Да, он вообще не собирается. И дождь также вот идет, вот он, морось это. Бесконечно. Вообще вот ничего не меняется. Вообще. Строителей его не видно. Вообще. Самое обидное, знаете, когда? Ну, я это читала в интернете. Когда люди покупают заранее билеты и на корабликах под мостами плавают, а когда туман, экскурсии не отменяют. Они плавают под этими мостами, так и смотрят, ничего не видя. Вот. Как мы. Но мы хоть из окна.
А Конютка там что-то завтракает, наверное, да, Нют? Время уже 17:00 теперь. Все смотрим. Изменения погоды. Смотри, у нас снизу облака. Смотри, прям реально, это не туман, да, это облака просто, смотри. Вот они идут. Мы в небе, можно сказать. Ну да. Все, мы в облаках. Прямо так вот, видишь? Моросит, моросит. Вот внизу, это не туман, Оксана, это просто облачность, низкая облачность называется. А я вообще подумала, что это Смотри. дождь льет. Нет, облака. Это облака Да, такие? это облака, да. Вот мы в облаках. Обалдеть. Ну да, вид вообще не меняется. Ань, иди, можешь побыть в облаках, Ань? Я Види, только прикол. сейчас поняла, что это облака. Они вон внизу идут. А если бы мы сейчас жили вообще на верхнем этаже, на 25-м? А так сейчас мы можем на крышу подняться. Давайте поднимемся. Давай, сейчас посмотрим. На крышу можешь подняться. Да. Время 17:32. Что у Я нас? мешки. Это у нас что? Завтрак, обед, ужин? Да я уже запутался, если честно. Что это у нас? Так, вилка. Сегодня у нас пельмешки. Это мы купили на всякий случай. И этот случай не сошел. Пельмешки. Анютка со сметанкой. Все горячо, да? Что у нас вид? Слушайте, у нас все хуже и хуже вид из окна. Тут вообще уже даже дом, вот этот дворец, который маленький, не видно. Одна вон собака тут лежит, бедная. Только ее видно. Вообще просто полный ноль. Видимость. Кошмар. Все. Мы все ждем, когда этот туман разойдется, а он вообще не собирается расходиться. Не собирается. Ежик в тумане. Все стало хуже намного. Вот они, облака. Уже лучше, что до сейчас не хватало. Только соли, оказывается, чуть-чуть и перца. У нас же тут нет ни соли, ни перца. И вот наш самолет опять нас выручил. То, что вот я взяла с собой. И вот эти тут перец. Нифига. Ты посыпешь. И вот эти соли. Спасают Вовины вкусовые качества. Да. Теперь вы понимаете, что такое рыночные цены? Да. Соль в магазине стоит дешево, потому что там ее валом. Вот эта сейчас соль именно здесь у нас, в нашей в этой квартире, стоит в сотни раз дороже, чем в магазине, потому что ее очень мало. Да. Из этого складываются цены. Чем больше товара, тем он дешевле. Чем меньше товара, тем он дороже. Вот и все. Едем на крышу дома, на 20 этаж, а там еще по лесенкам выше. Посмотрим, как мы будем в облаках. Так, везде используем магнитный ключик. И дойдешь так к двери. Хоп, подсветочка. Оп. Батарейка, смотрите, маленькая, но она есть. Так, тут тоже просто без магнита не пройти. Вау! Как будто в холодильник заходишь какой-то, да? Вау. Не зря крутишь, Павел.
Мы с Аней тоже вначале сюда пошли, потом туда пошли. Слушай, ничего себе здесь, да, Ага. О, вот это ветер. Может, положил куда-нибудь себе ключи, чтобы не унесло их? Под замочек куда-нибудь. Вообще ничего. Что это такое? Я такого еще не видела. Что просто ничего не было видно. Как это? Мамочки, дорогая. Сейчас, может быть, эту сторону города видно. Ну-ка. Что-то видно? 360 градусов. Зато не страшно. Не видно высоту. А облака. Кошмар. Я еще такого не видела. Ну давай в ту сторону сходим. Ой. А они ничего не видят? Да. Так, эту сторону смотрим. Полный ноль. Ничего себе. Это внизу бездна. Да. Обзор 360 градусов. Ой. Это, наверное, окна моют, да? Вот эти краны, это вот, видишь, спускают. 250. 300 килограмм вот эта одна штука. Тут 600 кг. 600. Пойдем на ту сторону. Крыша. Давай по зелененькой травке пройдем. Это же у нас что? Папа смотрит. Обычный бетон. Бетон. Дальше куда тоже девается. И куда сливные идут, да? Слив-то куда идет воды? Понятно, что там технический этаж, но вода-то куда девается? Я могу понять. Да. Новый кран держишь? Нанотехнологии. Ну, сейчас на всех домах там рубероидом там покрывают, там что-то, да? И сейчас современные материалы вот эти всякие. Ну, а тут ничего такого. Вот бетон и ковровое покрытие искусственное, трава. Нет, ну, допустим, идет ливень мощный. Куда вода девается? Тут даже вон мусорные ведра стоят. Причем, заметьте, за ними ухаживают, видите, они все в этих пакетиках. В пакетиках, да. Вот, и курят даже. А хотя курить тут нельзя, штраф 5000. Здесь есть разуклонка. Вот, все, я понял, я вижу. Видите? Этот край выше, тут ниже. Да, они вот сюда в камни вода уходит. А вот слив, вон Всё, слив. я понял. Вот. Она сюда стекает. Тут с разуклонкой. Вот видно, что... Да. Вот слив. Вода стекает вот сюда. Как в ванной комнате. А вниз ничего не топит, потому что здесь бетон. Под бетоном, скорее всего, какие-то материалы, которые воду не пропускают. Причем несколько слоев все возможно. Все, я... Но если забьется вот этот слив, их вот еще один. Еще один, да. Если он забьется, тогда будет кирдык. Тогда здесь будет басик. Если будет такой тропический ливень, здесь будет бассейн. Можно плавать. Вот до этого уровня будет бассейн. Сантиметров 60. Где на Шане? Давай, Аня. Там что-то внизу шумит, значит там есть земля. Там что-то есть.
Чтобы спуститься с крыши, опять нажимаем сюда магнит. Дверка открывается. По ключики у тебя, да? Да. Мы всего вышли на крышу. Ощущение, что мы были в бане. Просто все волосы сырые, все влажное. Ты куда? Все влажное. Вообще. Мы были выше облаков. Ну, они были под нами, и мы были в облаках. Эффект, конечно, интересно. Время 19:00. Мы выходим из дома. Что-то туман-то совсем низко. Обалдеть. Вообще ничего не видать. Ничего. Вообще. Вышли гулять. Туман, туман. Такая вот дорожка. Нам сейчас идти надо вдоль улицы Суханова. Мы хотим дойти до верхней станции фуникулер. Погода огонь. Такую погоду вообще мы нигде больше не увидим. Только здесь. Ой, как интересно все. Ой-ой-ой. Ой-ой. Нас приветствует. Привет, гид, туристы. Что жизнь на земле только слышно по шуму машин. Все, больше никак. Вот, идем в никуда. Это вообще что? Идем по какой-то рыжей земле. Единственное, радует, что на голову не льется вода. Да, тут еще и машины паркуются. Ой, мама. Прямо вот так все вдоль дороги. Машины едут из ниоткуда. Все, и машины сразу не видно. Представляешь, да? Сколько тут метров? Буквально 10, что ли? Так интересно. 550 регион Подмосковья. Что? Представляешь, приехать, да, сюда на несколько дней и вот так вот в тумане ничего, город не увидеть, да? Ну, в радиусе 50 метров-то видно. Ну вот что за забором? Вот, а, там здание высотное, видите? Очертания! А так вообще не видно. Я только через телефон увидела. О, Андрей, ну. Пятно темное. Темное пятно. Господи. Идем. А, на всех языках? И что, у нас с озвучкой? Да ну, нет, давай. Просто. Ой, давайте лучше на русский перейдем. Ну все. Все, ты тыкнула уже назад никак. Можно, значит, тыкать куда не знаю. Что за русский народ? Верните нам! Верните нам. Тут махать не поможет. Верните нам русские. Ага, верните русские. Зачем тыкаешь куда не стоит? Вася Пупкин. Можно флаг давать?
О, yes. Ну, сразу видно молодой мозг. Не то, что 70 лет. Подключайтесь к нашей точке доступа, события рядом, интересные места, что посетить в эти выходные, где остановиться. Вы здесь. Такси, прямые трансляции, что происходит во всем Приморье. А, ну вот он сюда получается. Да, мы ходим сюда. Интересные места. Парк драконов, ущелье Дарданеллы, набережная Арсеньева, на второй речке остров Фуругельма, Андреевка, курорт в Приморском крае, мыс Вятлина. О, да тут их бесконечное количество, ну 27, например. Остров Елены, пролив Босфор Восточный. Они вот показаны на карте все, видишь? Допустим, вот это. Описание. Где это? Далеко, например, построить маршрут? Но это явно... Тут есть, сюда можно как-то скачать эту ссылку скачать? Нет такого? Откуда это идет? Нет, наверное. Туристические маршруты. Самая кошачья экскурсия Владивосток автобусом по морю. На главное. Озеро Лотосов, храм Покрова Посетителя, Лотосы, мыс Черепахи, музей, мыс Лисученко. Как-то так. У нас звонок, да? Зато не скучно сидеть на остановке. Зарядка есть. И подзарядка есть. Называется остановка фуникулер. Интересно. А мы шагаем дальше. Какая-то пространственность. Ой, там, смотри, памятник стоит. Ощущения непередаваемые. Даже вообще не знаю, как это передать. Это очень красиво, загадочно, волшебно. Просто нам налево, да, через сквер к путешественникам. Сейчас мы должны попасть. Какой он кругленький. Выход 3 фуникулер? Да. Вот он, сквер путешественников. Уже там я вижу путешественника. Второго путешественника. Я сказала, что тут жарко, как обычно. То Вот. есть это не всегда так? Не всегда так. Но очень часто. Очень часто. Ага. Великий лес. Кто хоть памятник кому? Ну вот это все путешественники, видите, как одеты. Куда они пришли? Охотники. Владимир Клавдиевич Арсеньев. 1872-1930 год. Оп. А вон он, выход фуникулер. Давай пойдем, Да. Выход к фуникулеру. На самом деле можно спокойно футбол. Поднимаемся по ступенькам. Дальше. Я не знаю, туда. Допустим, на карте. А где трос-то по нему? А, мы должны вниз идти. О, как Мартик. Тоже, да, все смотреть можно. Пока ждешь автобус. Интересные места. Вниз, да. Да это, Паша, тут нет дорог. Ой, какой красивый берег.
Электрический транспорт, фуникулер. Больше банков. 5 рублей? Да. А фуникулер? Как выглядит фуникулер? А? Фуникулер. Как выглядит? А он не обычный фуникулер, он автобус. Ты садишься как бы как в автобус и едешь. А я думаю, Все, пойдем? Да. мало просто 5 рублей. Ага. Ой, все, уже уехал, видимо, вагончик. Я думаю, там В школе? Слушай, а какие теперь расстояния? Все, поехал. Вот сдача в эксплуатацию 62-й, 183 метра. Да? Она ехала 5 рублей. Да? И он стоит тут 5 минут. Да. Работает до 8 вечера. Вот и все. Ой. Все, можно заходить, да? Здравствуйте. 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 Сразу оплачиваем, кто оплачивает? Я хочу за 3. Обрыв. А, их два. Ничего себе. Конечно, Я думала, один. Ой, тут, видишь, туман рассеивается, тут что-то видно уже. Дождь, что ли, пошел опять? Все сырое. Ой. Сейчас мы не поедем. Нет, еще. Нам еще улицу пройти, там будет Светланская. Тут вид на строительство фуникулера. Улица ключевая. Вот так вот все было. Видимо, вот с этой горы вот так вот придумали сделать. Начало работы. Зима. 1959 год. Начало строительства. На глубинку. 1960 год. Работа прокладки будильника 61 год. 65 уже. 65. Фуникулеры действуют. В газете написали. Такое здание. Ой, смотри, это львы, не львы. Какие-то китайские львы. Восточный институт, первое высшее учебное заведение на Дальнем Востоке России 1899 года. Первый ректор Восточного института, профессор, действительный статский советник Алексей Матвеевич Позднеев. Чтоб ты не дернулась. Смотри, львы. Я просто тебя деру. Вон испугалась. Дракона, ты просто зачем ты мне кричишь? Если бы ты мне ничего не сказала, я бы вообще не дернулась. А ты
начала таким еще взглядом на меня смотреть, скажать, как будто, я не знаю, вот она мне всю тарелку прорезаешь. Да. Интересно, внутри там как? А, вон, чуть-чуть видно. Территория памятника охраняется государством. Ну, наверное, его самокат. Может быть, личный. Да нет. Ну да, туман, он, видишь, весь наверху, вон, там вот в горах, на высоте. Здесь хоть что-то видно. Пушкинская улица. Туман над морем. Ну там, допустим, помнишь, писатель ничего не увидит. Маяк. Маяк, да, он же мигает. Нет, я просто касаюсь. Везде не видно. Ну, конечно, не видно. Ну, он засветится. Ну, должен какие-то лучами-то своими пробивать. Значит, это понятно. Вообще маяк для ночи. Ну там... Ну, в машине же тоже специальные и габаритные есть, а есть противотуманные огни. Ну, во-первых, можно... Смотрите, как домой заходить надо. По мосту. Просто ты в квартиру больше никак не зайдешь. Обалдеть! Да. А первый этаж вообще ниже нас. И куда он? Вид под мост. Обалдеть. Вот такие дома во Владивостоке. А перед нами-то мост. Нет. Да, мост вообще прикольно выглядит. А это что за колючая проволока-то у нас, а? Что это за защитное здание такое? С камерами. Ничего не написано, что за здание. Ну, работает вон там. Свет горит. А, мост, да. А тут что за дворец? Традиция побеждает победа. Все. Группа организованно идет. Ой, посмотри, как они. Молодцы, организованно. И все за ней, да, женщина с ребенком. Они ждали этого. Гида. Ой, какая у них группа большая. Здесь дети находятся. Ну да, такая. Секунд до 15 надо ставить. Как это? Без светофора? А, у них автобус их ждет, смотрите. Вот, они все в автобус бегут. А нет, мимо автобуса, это просто автобус другой. Вон следующий есть. О. У нас пельмени еще переварили. А, да. Это просто китайские автобусы какие-то. Такие красивые. Слушай, а что у них за фирма на автобусах? Ты можешь определить? На китайских автобусах? Ну, понятно. Город Буданцзянь. Где ты что? Откуда поблизости приехали? Буданцзянь. Оксана, тут далеко не приезжают. Ну, я знаю, да. Ну, у них фонари красные видят. А, куда-то пошли в красные фонари. Я за что так хочу? Ой, как красиво, как мне все нравится. Да, мы с Аней заметили, что очень много вот таких машинок с тупым носом, да? Ну, вот такие, типа таких. Да, багажник.
Да, без багажника. И нос такой тоже тупой. Да, мы когда из Владивостока в аэропорта пришли. Приморье. Ну и таксистов очень много с такими машинами, когда мы из аэропорта пришли. Да. Тоже какое-то старинное здание. Даже вчера наш таксист тоже был с такой машиной. Николай II, Павел Федорович. Ой, там бегемотики, смотри. На одном колесе сейчас ехали. На моно. Ох, какие там дворцы-то впереди. А мы уже здесь не шли, да? Нет. Там, тут Свердловск, Да, там он. мы здесь на автобусе вчера ехали. Да-да-да. Сейчас мы хотим идти до улицы Алиутской, повернуть направо. Мы сейчас его с Аней высматриваем, где квартал Миллионка. Хотим найти вот эти деревянные или какие там, я не знаю, дома. Наверное, не деревянные, ну просто двухэтажные. Что там пишут? Некоторые особенности квартала. Стройки были невысокие, в 2-3 этажа. Первые этажи занимали склады и лавки с различным товаром. То, что выше, сдавалось в наем под жилье. Удобства в таких домах были условными. Канализации и вода отсутствовали, обогрева тоже не было. На верхние этажи вели деревянные лестницы, кое-где соединенные галереями и балконами. Название квартала связано с тем, что один из домов на улице Семеновской был заселен особенно густо. Люди спали там в повалку, по несколько человек сразу на двухъярусных нарах. Поэтому этот дом получил название Миллионный двор, а название Миллионка потихоньку пришло на весь квартал. В 1936 году власти приняли решение о ликвидации Миллионки, китайцы выдворили с этой территории, а дома отдали семьям работников местных предприятий. Улица Алиутская. Давай остановим. И гнал свой байк, а не лимузин. Таких друзей больше нет. И в гостиной при свечах он танцевал. Не сяо, а не хао. Нихао, 3 дня тут. Так, мы нашли деревянные дома. Нет, это вообще не туда. Вы на карте посмотрели маршрутом. Смотри, куда ты? Магазин Токио. Не желаете? Продукты китайские. Да. А мы с вами готовы. Юмами.
Пограничная. Да сюда, наверное, сюда. Пошли. Ой. Хочу. Мама, тут дома кончила. Посмотри, куда ты идешь. Ну, сейчас посмотрим, куда мы идем. Куда-то мы идем. Нет, что-то не там. Нет, я тебе говорю, тут сюда не... 100 лет назад сюда заглядывал турист Давид Бурлюк. Аня, не угоняй. Так вот. Все, сейчас прямо к нам. Нам через дорогу Да, перейти? да. Сейчас нам через дорогу перейти. Это улица Семеновская направо. Как она высела? Какая она была? И сейчас. Ага. Давайте чуть подойдем. Вот деревянные ступеньки, по которым они поднимались. Я тебе то, что говорила. Вот в этом доме они вначале жили, да? Идти? Я не знаю. Дождь все сильнее и сильнее. Ну, дождевики, конечно, не помешали. Вон, миллион. А, вон, миллионка написано, точно. Вот. А, это ресторан, скорее всего, миллионка, наверное, да? О май гад. Или квартал. Нет, сейчас вперед уже. Пойдем посмотрим дома-то эти. Куда это ресторан? Так, ты от меня не выходи. Так ты уже сама будешь. Вот. Вот. А ты будешь? Ну вот они, деревянные домики. Миллионка. Тихо. Столбики. Какой-то интересный квартал. Какой-то тайна-хаус. Вот они, дома. С другой стороны. Все, и тут сверху уже настроили. Прямо налево до конца. Они где
Да? Что, ты спросила, что? Нет, я ничего не спрашивала. Но он видит, что снимаю. Ну, ты если что, направо пошел. Ну, если ты... Ну, там мне не очень вид понравился. А, все, и там можно выйти. Все, вот мы в квартале Миллионники побывали. Давай там почище, вон там, по суше. Тут, смотрите, какие-то ресторанчики, видишь, в окна заглядываешь, и здесь все кушают, сидят. Хостел Миллионка. Все, выходим из этого гетто. Детские аттракционы, карусель. Ничего не работает, потому что еще... Что? Не так мы зашли, это мы там ходили, да, по набережной? А что, мы думаешь, там не пройдем? Я не знаю, Почему пройдем? Пройдем. Пройдем, думаю? Пройдем. Русский краб. Идем по улице Батарейная. А, чего так это западная? Улица Западная. Мне неправильно. Тихо, сюда. Опять карта неправильно работает. А может и не пройдем, я уже не знаю. Не пройдем. Давай пошли назад, по той стороне. Мы там не пройдем. Не знаю, у меня Там показывает, заборы что сюда там конца. дорога. Как бы. Дорога? Все же идут. Все же вон Ну что, посмотрим, Вон там выйдем. куда они повернут, налево или направо? Стоят. Это ты на зонтике смотришь? Где зонтики? Да. Ну вот они также не знают. Типа вот смотри. А, это мы тут. Вон там. Да, мы с той стороны, видишь? Непонятно. Откуда нет. Ну, тут как это... Ну ладно. Ну, это там что тут? Рестораны. Мы снова на спортивной гавани. Дождик идет, люди купаются. Ну что делать, если он каждый день идет? Ну как? Холодная? Ну голая придется. А, и купались, да? Но она теплая, вода теплая. Спокойно можно. А душ все сильнее и сильнее. Ну что, назад?
Время 20:40. Ресторан переполненный. Супра. А фонарики не зажглись на улице Фокина. Не знаю. Что-то. Переходим. Все, мы идем, и только сейчас подсветочка вся включилась резко. И мы так и не успели этот Фокину посмотреть, как она вся красиво светится. Это они, значит, включают ровно в 9 вечера, потому что сейчас 9 часов. 9 ровно, да? Да, ровно 9. Вот она какая. Сразу все фонари зажглись, домики, подсветочки. Ой, они еще и музыкальные фонтаны. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Папу даже просить не надо, он сам завернул. Как не они? Нет, это же вот они. А, ну дорога прям белый стал. А, да? Так неудачно пришли. О, она пошла туда бегать. Ой, прям на нас. Пришли. Нам, наверное, надо с той стороны. Пойдемте с той стороны. Курица мокрая. Откуда пошло название?
Зонтик у тебя, а папа у него, да? Ой, Костя, зелененько, смотри, как красиво смотрится. Сыроварня. Решили зайти в пятерочку. Ну а чё? Осталось работать здесь 45 минут. Время уже... Нет, 45 минут осталось. 15 минут 10-го. Перед нами мост. Вот эти фонарики. Его даже не видно. Вот буквально очертания фонарей, больше ничего. Мы свернули с улицы Светланская на улицу Лаза. Очень большой градус, конечно, уклона дороги. Еле идем, как горные козлы. Ух. Идем до улицы Суханова, потом уже по ней пойдем направо. Это все по улице Таза. С деревьев, да, капает. Шок. Это мы все поднимаемся к улице Суханова со Светланской. Сейчас еще остались ступеньки. Очень надеемся, что там будет идти полегче. О, щет, нет. Мы вышли на улицу Суханова и опять в гору. Никакого покоя. Щет. Съезд на мост. Мы все выше и выше поднимаемся в гору. Уклон, конечно, тут обалдеть. Луцкого 16. Ой, ты, господи. Надеюсь, тут не размажут. А мы все выше и выше. О, сейчас будем бордюром отделяться от трассы. Решили немножко передохнуть, посмотреть красоту эту. Господи, откуда мы пришли, даже не видать. Кто-то там кричит. Кто-то там кричит. Неугомонный. Отдохнуть не дает. Вы видите? Это так плывут облака. Вот. Все, мы пришли к верхней станции фуникулера, откуда мы держали путь. То есть замкнули сейчас кольцо. А нам еще дальше подниматься. Выше и выше. Вова уже песни поет. Говорит, может, еще где-то к фонтанчикам спустимся. Вов, точно, давай спустимся к фонтанам. Твое предложение в силе. Аня, где у нас мой пистолет? Мы эту Сиси Кейт вернем в 70-е. Все, идем. Так плывут облака.
вообще мало светится, да? Ну, тут уже получше стало видно. Утром-то мы шли, ну как утром, вечером мы шли, очертания даже не видно было этого дома. Сейчас тут видно сам дом. Все, у нас осталась вот эта Задрыпушинская гора. Мы уже с Уханова улицы свернули. Это самый кратчайший путь. Сейчас мы ее осилим. И усё. И нас ждет краб. Мы уже все голодные. Аппетитно гуляли. Сейчас будем поедать краба. Какой-то дом интересный. Пролет у нее на макушке на самой. Вот наш дом светится. Опять там все в тумане. Ничего не видать. Все, мы на самой верхотуре этой горы. Аня говорит, давай-ка ты опять поднимемся. Я говорю, там ничего не видно. А там не видно тебе будет ничего. Завтра поднимемся. Наш ужин. Да, много нам еще придется есть. Время 3 часа 21 минута. Мы ложимся спать. Посмотрим, что там на улице творится. О, Господи. Картина не меняется. Все так же туман, да. Все так же туман. Моста совсем не видно. Просто не видно. Ой. Да уж. Хочу, знаете, что показать? Сушилку нашу. Ну как, Аня? Сушилку. Мне так нравится эта сушилка. Это как хозблок. Вот окна пластиковые тоже. Вот, кондиционер работает. И от него такая идет жара. Белье просто высыхает. Ой. Сейчас. Вот такие специальные. Всякие совочки подметать, пылесосы, тряпочки, обогреватель, ведерышко. Ну ничего такого лишнего. И вот мы еще обувь сушим. Наверное, уже что-то высохло. Вообще кипяток, да. Я их стираю в машинке, потому что мы ходим с сырыми просто ногами, хлюпаем. Вот. И прямо отсюда жар идет. Я даже не знаю, сколько градусов. Ну, классно. Хозблок. Вон как белье под ходит. Опа. Я тебе ванну не показала. Какая тут у нас ванная. Тропический душ, полотенце, унитаз. Так, здесь машинка. Мы ее просто дверки открытые держим.